У моего друга Андрея была любимая игрушка — самолет, который был красивый и большой. Эта игрушка досталась ему от отца. Он был пилотом местной авиакомпании. Я тоже мечтал о таком, но просить такой же у родителей я как-то и боялся. Зато мое желание ярко отображалось в моих детских рисунках. На них изображались разные самолеты в нашем аэропорту. Я мечтал о том, что когда вырасту, то куплю себе точно такой же самолет. А может, даже и лучше. Каков же был мой восторг, когда я увидел ту самую игрушку в реальности. Я никогда не забуду свой первый полет на самолете. Мне было 3 года. В первый раз в жизни я с папой летел на самолете Ту-154 по маршруту Москва-Новый Уренгой. Было страшно и волнительно. Я не знал, что меня ждет. После посадки на самолет я занял место у окна. Салон лайнера был большой и просторный, и он имел даже какой-то специфический запах. На борту играла какая-то известная симфония. Появление на борту пилотов было сродни с появлением каких-то сказочных героев. И вот, самолет начал выезжать на взлетную полосу. Мгновение, и лайнер начал разбег, а потом набор высоты. Это захватывающее чувство, когда взмываешь в воздух, будто настоящая птица, я не забуду никогда. Далее полет прошел в штатном режиме. Время летело незаметно. Воздушное судно приступило к снижению. Самолет коснулся полосы. Через пару минут мы уже оказались в Новом Уренгое. С тех пор мой интерес к авиации стал все больше и больше расти. Я считал и считаю до сих пор, что пилоты — это своеобразные герои среди людей. Ведь чтобы управлять самолетом, нужно не только знать, что где находится, но еще и уметь выполнять все в определенной последовательности. Нести за все колоссальную ответственность, обладать спокойствием и рассудительностью, способностью принимать необходимые решения. Эти качества я стараюсь воспитывать в своем характере, ведь без этого невозможно овладеть профессией, связанной с небом — авиацией. И вот моя мечта сбылась, только не совсем пока так, как я бы хотел. Я стал пилотом квадрокоптера. Мне подарили родители его на день рождения. Я быстро овладел умением управлять им. Правда, один раз я чуть было не потерял его в лесу, из-за того, что резко поднялся и задул сильный ветер. Но все обошлось. В дальнейшем серьезных происшествий с моим маленьким воздушным судном не происходило. Зато я извлек для себя то, что за всем нужно всегда тщательно и внимательно наблюдать. Иначе из-за одной мелкой ошибки может случиться целое происшествие. Позднее я увлекся чтением научной литературы в области авиации. Могу отметить такие книги, как «Конструкция самолетов» Г.И. Житомирского и «Основы авиации» Г.А. Никитина. Они достаточно интересны и просты в понимании. Также я смотрел разные фильмы и видеоматериалы, которые расширяли мои познания. Могу отметить такие фильмы, как «Экипаж» 1979 года и «Чудо на Гудзоне» 2016 года. В них мне больше всего запомнилось то, как мастерски управляли суднами пилоты, и то, что из любой критической ситуации они всегда находили выход. С каждым новым материалом авиация манила и интересовала меня все больше и больше. Она давно стала для меня больше, чем хобби. В старших классах я понял, что профессия летчика для меня — это мечта, которую я могу исполнить, если захочу. Я понимаю, что для этого нужно очень стараться, много заниматься спортом, учиться хорошо, а также быть всесторонне развитым, много читать и быть в курсе всех авиационных новостей. Как-то я узнал, что у нас в городе в одной школе есть специальный авиационный класс. Окончив 9 классов своей школы, я перешел туда. Приняли меня без проблем. Главной особенностью данного класса является то, что ребята посещают различные авиационные объекты, а также беседуют с работниками авиации и носят специальную форму, как у настоящих летчиков. В общем, все то, что надо для людей, которые хотят связать свою жизнь с небом после школы. Так я сделал еще один шаг навстречу своей мечте. Так за что же все-таки я полюбил небо? За детскую мечту, которая становится смыслом жизни. За перспективы и новые возможности, которые оно открывает. За то, что небосвод внушает не только страх перед тем, что нас ждет,
но и желание преодолевать себя, бороться со своими слабостями. За эту бездну возможностей ценит человек небо и стремится туда. И я не исключение.